Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Продолжаем тему местоимений. Сегодня у нас вопросительные местоимения. Многие местоимения нам знакомы из предыдущих уроков, но давайте их повторим. Кем – кто, не – что, нище – ханша, нищу – сколько, хайда переводится где, иногда по контексту куда, хайдан – откуда, кашан – когда, халай – как, хай – хандай – какой, хайса – который, ишинше – тоже переводится который. Вопросительное местоимение нищу употребляется с собирательными числительными. Например, нищу аласан – сколько возьмешь, якью. То есть, если нам задают вопрос нищу, мы употребляем собирательные числительные, которые от единицы до 7. Если количество превышает число 7, тогда мы отвечаем дальше как количественные числительные. Вопросительное местоимение ханша употребляется со словами, которые отвечают на вопрос «кто». Например, ханшадам келді. Сколько человек пришло? 30 адам. 30 человек. Местоимение нище употребляется со словами, которые отвечают на вопрос «что». Нище и пар. Сколько собак есть? Ика ит. 2 собаки. Еще вопросительное местоимение ханша мы употребляем, когда мы делаем какие-то покупки и хотим узнать, сколько всего мы должны продавцу. Ханша болды. Сколько всего? 380 тенге. 380 тенге. Хайда барасың? Куда идешь? Мектепке, в школу, үйге, домой и так далее. Здесь вопросительное слово «хайда» переводится «куда». Хайда тұрады? Где живет? Қалада, в городе, аулда, в ауле. Здесь вопросительное слово «хайда» переводится «где». Хайдан келдің? Откуда пришел? Үйден, из дома. Қашан келеді? Когда придет? Ертең, завтра. Қалай айтамыз? Как скажем? Білмеймін, не знаю. Қандай бала? Какой ребенок? Жақсы, хороший. Қай бала? Көрші бала. Вопрос «қандай» мы задаем, когда хотим характеризовать объект. Вопрос «қай» задается, чтобы конкретно уточнить, какой из них. Қайсысы жақсы? Который хороший? Біріншісі, первый. Нешінші номер? Который номер? Бесінші. 5. Вопрос «қайсысы» мы задаем, чтобы выбирать что-то. А на вопрос «нешінші» отвечают у нас порядковые числительные. На этом мы сегодняшний урок завершаем, а в следующий раз у нас будут другие местоимения. Поэтому подписывайтесь на канал, не пропускайте уроки и до следующей встречи.